Упорные тренировки и безграничная вера в себя. Герой нашего следующего сюжета Заур Койбаев и Юлиана Галазова стали призерами на чемпионате России по спорту слепых. Состязания проходили в Уфе. Осетинские легкоатлеты показали блестящие результаты и завоевали сразу несколько медалей в разных дисциплинах. Слово Алане Томаевой. Перед основной нагрузкой обязательная разминка. Важно разработать все мышцы. Это поможет избежать травм и растяжений. Юлиана Галазова каждой тренировке подходит ответственно и основательно. Спорт для нее не просто хобби, важная часть жизни. 3 года назад покорила чемпионат страны по спорту слепых. В этом году девушка тоже участвовала в соревнованиях, но в этот раз заняла 2-е место в беге на 100 метров, а еще выиграла бронзу в беге на 200 метров. Целый этот год я восстанавливалась после болезни, артрит, и поэтому моя подготовка началась совсем недавно, и она оказалась слишком короткой для этого чемпионата России. Условия у нас, к сожалению, не такие, какие хотелось бы, потому что «Спартак» находится в одном и том же состоянии, туда не разрешают заходить легкоатлетам, и поэтому мы тренируемся здесь в манеже, который тоже часто занимается всякими другими мероприятиями, другими видами спорта. Но как-то мы смогли в спартанских условиях, это все произошло. В Уфе выступил и Заур Койбаев. Он стал чемпионом страны в толкании ядра и завоевал серебряные награды в метании диска. Говорит, готовился тщательно, хотя условий для продуктивной подготовки фактически нет. В каждой дисциплине свои какие-то там нормативы, кому штанга, кому дорожки нужны. Да, зала нам очень не хватает, и поэтому приходится в спартанских условиях тренироваться то в одном зале, то в другом. И приходится где-то то на стадионах, то на Сапицкой. Но это в теплое время погоду еще можно как-то устроить, а осень, зима тяжело бывает. А результаты нужно держать на высоком уровне, требования серьезные. Раньше легкоатлеты тренировались на стадионе «Спартак». Там есть нужные им беговые дорожки. Сейчас из-за реконструкции доступ к ним закрыт. Приходится круглый год тренироваться в манеже, и там возможность есть далеко не всегда. Легкоатлетика – это олимпийский летний вид спорта, и, конечно, нам желательно очень иметь свой стадион, занятия на стадионе. Манеж тоже у нас очень перегружен. Наверное, все спортивные деятели знают, что в манеже у нас проходит очень много всяких различных соревнований. Так что легкая атлетика у нас пока не желательно получше условия для учебно-тренировочных занятий. И для соревновательных, конечно. Пока у спортсменов перерыв, нужно восстановить силы, но уже в ближайшее время снова приступят к тренировкам. Впереди новые вершины. Алана Томаева, Диана Кабулоти. Новости Осетии.